День открытых дверей проходит в Министерстве обороны ежегодно. Любой желающий, но чаще это родители и родственники военнослужащих, могут посетить спальную и учебную части, посмотреть, как устроен быт солдат и курсантов СВОКу. В этом году экскурсия началась с типовой казармы, где начальник вещевой службы майор Харазия рассказал о нормах вещевого довольствия абхазских солдат. Куртка утепленная выдается военнослужащим срочной службы на срок службы. Костюм хлопчатобумажный выдается один комплект на 6 месяцев. Ботинки с высокими берцами также одна пара на 6 месяцев. Тапочки казарменные одна пара на срок службы. Ремень поясной, ремень брючной, мыло туалетное, мыло хозяйственное, зубная паста, зубная щетка, крем обувной, щетка обувная и туалетная бумага. И станок бритвенный одноразовый. После казармы офицеры ведут гостей в Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Здесь на 3 этажах размещаются спальни, учебные классы, библиотека и компьютерный зал. Сегодня мы начали с истории военного училища. Нам в этом году исполняется 19 лет. За это время мы выпустили более 350 офицеров для вооруженных сил, также для других структур республики. Я вкратце рассказал быт курсантов, показали мы расположение, библиотеку, учебные классы, рассказали, чем наши курсанты занимаются. Обучаются не 4 года, по окончании получают дипломы государственного образца. Также на 4-м курсе заключаем контракт. Это оплачивается Министерством обороны. Они получают по окончанию права. Младший сын Эдуарда Баласанова проходит службу в комендантской роте. До этого здесь же служил его старший сын. Осматривая материально-техническую базу СВОКу, Эдуард думает на перспективу. Вдруг после службы сын захочет получить здесь высшее образование. Чистота, порядок, да, действительно, чистота, порядок. Ну, не знаю, сын, если захочет после службы продолжить военную службу, порекомендую. Осмотрев СВОКу, родители направляются в столовую, где с минуты на минуту начнется обед. Начальник продовольственной службы майор Джумьяди рассказал о стандартном рационе солдат и курсантов на примере сегодняшнего обеда. Сегодня у нас на обед борщ красный борщ, картофель запеченный и салат из огурцов, помидор. В этом году постановлением правительства нормы были изменены, потому что мы питались по нормам 93-го года, старым нормам. Сейчас в данный момент разработаны нормы новые. В данной норме мы увеличили, получается, по всем параметрам. То есть это и мясная порция, это фрукты, соки, молочные продукты. Гостям Министерства обороны предложили продегустировать меню солдат, но все скромно отказались. Офицеры подчеркивают, что представленный обед не показательный. Обильно и разнообразно военнослужащих кормят каждый день. Улучив момент, пока командиры не смотрят, спросили у самих ребят. Они подтверждают. Довольны, в принципе, все нормально, все устраивает. Все вкусно очень. Меню, конечно, каждый день разное, но все довольно-таки вкусно. Ну, каждый день и каша, и мамалыга, фасоль, все по-разному. У Инессы Агрба здесь тоже служит сын. Старший оканчивает магистратуру и потом тоже планирует отдать долг отечеству. За прошедший год Инесса постаралась не пропустить ни одно мероприятие Министерства обороны и, посетив День открытых дверей, не пожалела. И мне тут нравится, и сын тоже довольный, чистота, порядок. Вообще дисциплина. Столовая мне понравилась, что рацион питания мне понравился, все включено. И что есть психологи тоже тут, компьютерное обучение, библиотека. Понравилось все. Ежегодно День открытых дверей проводят в Министерстве обороны и в отдельных воинских частях для того, чтобы родители могли увидеть, в каких условиях живут и проходят службу абхазские солдаты. Кроме того, это возможность задать офицерам интересующие вопросы и высказать пожелания. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ.